В Москве, в главных городах. Вот. И его тематика против полицейского произвола. И в Москве. Если я вот могу просто так сказать и заявить, если это действительно подтвердится, ну, то, что я говорю сейчас, я просто не видел, я не могу, не имею права. Листовки видели? Нет, подождите, листовки, мне нужна живая печать, если она действительно есть, то есть я, конечно, если это согласованный митинг, я, конечно, рад такому. Горячим молоком дует на холодную воду. Угрозы не поступали уже от ФСБшников, там, где всякие вот такие разговоры Не было. Предупреждения, намеки. Намеки, конечно, были. Ну это сидит, да, вот несколько дней назад вот, их группу разогнали. Я это слышал, кстати, да, я вот хотел сказать, вот поэтому вот сейчас правильный вопрос. Да, я слышал информацию. Ага. Ага. Пока свободные люди сейчас. Я слышал такую информацию, да, что где-то перед Иркутском, да, задержали Александра. Не дошли. 20 километров. Должны были их Иркутск встречать. Да, подождите, я сейчас скажу. Я слышал информацию уже за стенками изолятора временного содержания. Да, я слышал информацию такую, что якобы ночью, я просто говорю то, что я слышал там. Я слышал то, что его ночью, грубо говоря, где-то в часа в 4 утра, ну или в 6, ну где-то так набежали. 50 спецназовцев с автоматами, с масками, спецсредствами, шокерами. Похитили шамана. Да, спецоперацию провели целую. 50 вооруженных людей. Так они перекрыли трассу? Гаишники, там спецназовцы вообще какие-то. Я вот смотрите, я вот сейчас не имею, просто я сейчас не имею права вот так что-то. На 1,5 часа заспокоили. Электричку, поезда даже. Я вот сейчас, смотрите, вот я сейчас не имею просто права сейчас какую-то давать правовую оценку, да, вот этому. Но вот с этих слов, которые я слышал, я считаю, что это неприемлемо. То есть человек, допустим, шел, сейчас уже идем в прошедшем времени, он шел, ему никогда ничто не было сказано, уже сколько времени он прошел, да? Если говорят это из Читинского, даже до Читы он какие-то, допустим, возможно, слова говорил, но это я еще раз говорю, это слова вырванные из контекста. То есть, как они вот их привязали, ну, я так думаю, что... Всю суть разрушили, просто несколько слов использовали против. Да, и в общем тоже грязи много налито в мою сторону, то что типа это из-за меня все это вот так-то произошло, то что там Дима начала митинг на площади Советов, из-за этого поднялся это весь шум, бум такой, то что возможно, что типа он там с КПРФом как-то объединился, и это все было типа якобы сделано, а на самом-то деле нет, это стечение обстоятельств. То есть вы видели сами то, что Баир Цыренов, он подошел в защиту, да, вот, ну, депутат Народного права, он зашел наоборот спросить, в чем вы его тут хотите, да, приезжать, да, то есть. А тут так это получилось. Это, они еще на ТВ показывали, это полковник еще какой-то, ну там тоже полицейский. Там на все говорили, что типа какой-то типа бурятскую язык, ну да, сказали, что не, послушай, говорили, что как будто типа призывал всех бурятов убивать русских. Как будто такого не было. Вот я говорю, я говорю, вот Ариф, кстати, вот, да, человек, который, ну если не против, вот ты у нас гражданин? России? Не, национальность. Азербайджанский. Вот азербайджанец, смотрите, да. То есть был вот здесь у нас Вараздат, да, он у нас армянин. И смотрите, да, Дружба народов. Столько, да, людей, которых меня знают, они могут вам сказать, что я не националист. Да, вот. Я даже несколько раз поворачиваюсь, там, с людьми в школе разговаривал, я говорю, не было такого разговора, что не было призыва. Было, чтобы это помощь, когда ему было тяжело, Дима, да, как бы, да, он попросил помощь, а не призыв, чтобы на митинг или экстремизму, или терроризму. Не было такого, говорю. Я даже не, близко не было такого. В общем, который человек вот это сказал, я могу сказать, что он лжец и подлец. Не, я понял, он да, правильно? вот я говорю, И вот так зовут?
Дима, короче, мы поедем. Вы поедете. Спасибо, спасибо. Все, созвонимся. Рад, что ты вышел. А ты что, если будешь подавать это заявление? Фамилия Коноша. Я попал.